Вся страна чествует по-настоящему отважных, сильных духом людей, которые хранят традиции своих предшественников и живут с девизом «Никто, кроме нас». День воздушно-десантных войск – праздник миллиона россиян и одно из самых ярких событий начала августа. Десантники с честью выполняли воинский долг в годы Великой Отечественной войны, участвовали в боевых действиях в Афганистане и сейчас продолжают выполнять боевые задачи в самых сложных регионах. Торжественное мероприятие ко дню ВДВ прошло на мемориале памяти и славы. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и ветераны-десантники возложили цветы к памятнику основателя элитных войск Василия Маргелова. Репортаж Делимхана Калоева. Никто, кроме них, сегодня свой профессиональный праздник отмечает высокомобильная, грозная сила страны, не имеющая равных. Воздушно-десантным войскам 88 лет. На протяжении всего этого времени десантники с честью выполняли воинский долг и вписали немало славных страниц в историю страны. Служба в ВДВ для каждого из виновников торжества, честь и гордость. И они служили в крылатой гвардии и продолжают жить с девизом «Никто, кроме нас». Десантники с честью выполняли боевой долг во все времена. В годы Великой Отечественной войны участвовали в боевых действиях в Афганистане. Многие из десантников здесь именно ветераны. За плечами у каждого немалый опыт, которым охотно делятся с молодыми. Такой повод собраться выпадает не каждый день. Вспомнить нелегкие годы, когда без оглядки готовы были рисковать всем ради отчизны. Я служил в десантно-штурмовом батальоне в Афганистане. Я служил 84-86 годы в городе Кандагаре я служил. Вот там рядом стоит мой сослуживец, тоже вместе мы проходили службу, Руслан Султыгов. Да и ребята, афганцы здесь рядом со мной стоит, Мистоев. Тоже, пользуясь случаем, хотел бы их тоже поздравить. Окончание мероприятия мы, конечно, собираемся в узком кругу десантники, отмечаем, поздравляем друг друга, вспоминаем службу. Такие торжества никогда не пропускает и глава Ингушетии, тоже десантник. И не случайно сегодня все виновники торжества в традиционных тельняшках. Таких же во времена Великой Отечественной их старшие товарищи бросали в дрожь фашистов. Говорили, в синих пилотках и авиационной форме в плен не брать. Юнусбек Евкуров пообщался со своими боевыми товарищами, поздравил их с праздником и отметил, что бывших десантников не бывает. Каждый должен ценить, тем более, если служил в воздушно-десантных войсках, ценить это, гордиться этим. И сегодня, в такой день, не стесняться появляться на публике в голубом берете. Вот я тоже сегодня одел тельняшку, потому что считаю, что сегодня день воздушно-десантных войск, я должен носить тельняшку. Вот это хорошо. И все должны это приветствовать, это должны знать. У каждого десантника дома должна висеть форма, готовая в любую секунду одеть, выйти на улицу, в том числе, если необходимость защиты своего Отечества. Все это должны помнить и ценить. Ну и, конечно, по традиции передавать вот там вот нашего руководителя, здесь дети стоят, вон, в берете, ребенок стоит, детям это все передавать, прививать любовь к воздушно-десантным войскам. ВДВ поистине считаются самым мобильным, боеспособным родом войск. Это было всегда, это будет, потому что ВДВ – это резерв Верховного Главнокомандующего и применяется на самых опасных направлениях. Там, где все считают, что задачу выполнить невозможно, а для воздушно-десантных войск нет задач невыполнимых. У нас педагог в училище всегда по тактике специальной подготовки говорил так: когда все поднимают руки и говорят, что мы окружены, сдаемся, то воздушно-десантные войска или десантники потирают руки и говорят: наконец-то началась наша работа. Почему? Потому что воздушно-десантные войска всегда находятся в тылу врага, всегда воюют в окружении, и это их профессия. Поэтому цените, гордитесь. У нас сегодня большое количество ребят, более 400 ребят наших, и офицерами, и прапорщиками, и контрактниками, и срочниками служат в воздушно-десантных войсках. Тысячи ветеранов воздушно-десантных войск. Есть чем гордиться. Только в этом году у нас, если память не изменяет, выпустилось в десантном училище 5 и офицеров, и тех, которые закончили техническое направление. И сегодня учатся
многие ребята. Словом, главная цель праздника – популяризировать среди подрастающего поколения службу в воздушно-десантных войсках. Ведь этот памятный день призван способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций. Своих однополчан поздравить приехал и Игорь Овчинников, ветеран воздушно-десантных войск. Я не был на Кавказе уже 30 лет, но вот решил приехать к друзьям-однополчанам, посмотреть, как они живут. Ну, нас же 2 года объединяло что-то, мы прошли серьезное. Горы слабаков не держат, небо слабаков не терпит. Поэтому я рад приехать, увидел, поговорил. Такое ощущение, как будто были вчера. Все в памяти всплыло, вспомнили всех командиров наших дорогих. Ничего плохого в армии нету. Она нам давала только то, что нужно настоящему мужчину. На гражданке, каким бы мы ни были крепкими спортсменами, не пройдя эту школу, не поймешь, не даст, только армия это дает. Поэтому я очень рад быть вашим гостем. Президентом Российской Федерации Владимир Путин назвал ВДВ элитой нашей армии. Отметил, что в них всегда служили самые подготовленные, мужественные и отважные воины, которые с честью выдержали испытания Великой Отечественной войны, успешно выполняли самые сложные и опасные задания в горячих точках. ВДВ и в шутку, и всерьез называют войсками дяди Васи. И не случайно легендарного ВДВшника, основателя воздушно-десантных войск Василия Маргелова зовут дядей Васей. В его честь на мемориале памяти и славы установлен бюст, куда каждый раз, как и сегодня, десантники и все гости приходят отдать дань памяти. И целиком Афганистан застыл в твоем последнем шаге. В числе виновников торжества и сослуживцы соседних республик. В ряды ВДВ Артур Магомедов влился всего несколько лет назад, когда проходил службу в 83-й отдельно-десантно-штурмовой бригаде в Уссурийске. А сегодня приехал из Дагестана поздравить братьев по призванию и пожать руки товарищам по службе. Я в прошлом году тоже приезжал сюда. В этом году теперь познакомился. В прошлом году приехал, познакомился с товарищами. И в этом году уже пригласили они меня. Встречи со служивцами и гуляния до утра. День ВДВ всегда отмечают с размахом. Для Игоря Овчинникова, как и для всех десантников, это самый светлый праздник. Говорит, именно свой первый прыжок запомнил на всю жизнь. Меня и для моих однополчан, и вообще для всех бывших республик это как бы святое. Мы в этот день отдаем дань уважения десантнику номер 1, нашему бате Маргелову. Помню прыжок, прыгал еще на гражданке, прыгал на гражданке. У нас в ДОСААФе были специальные программы, которых, к сожалению, сейчас, наверное, нету. Нас учили непосредственно теории, потом укладкам. И только после того, как ты сдал укладку на пятерку, так скажем, только потом тебе могли позволить честь сесть в самолете и прыгнуть. Это было в Питере, как раз прыгали над заливом, Финским заливом, зимой, было красиво, солнце. Я помню его. Какими только эпитетами награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, которые посвятили свою жизнь служению Родине. Впрочем, у каждого десантника своя история, почему выбрали десантные войска. Проходил службу учебку в Гаюжинае, Литовской области. А войска попали в Болград, город Болград, Одесской области. Это не просто так поехать, приехать. Надо показать себя. В первую очередь ты знаешь, на что ты способен. Это своя школа. На себя ты проходишь экзамен там. Интересно, рискованно Коц Горный Карабахи правительственные задания выполнять их тогда Халы ханат, ахты ханат, страшно ханат, кадар ханат. Ну там, хамдацки штаган, дусвол шти так. 2 слова не скажешь. Служите от Пскови, поселок Черехи в десантных войсках. 86-88 Цанхантхо, Ингушетир, где-то Цама, Аскивот, Троял, Гала, Нохчи, Штертхо.
88 садяхкат. Служит нормально, они делал агитмец. Эздал волк, ленил нормально, заху кушакадян. Данс ветеранаж, десантникаж, да облуслор, масвар могаш мяшхал, это халмасне. Голубым беретам вот уже несколько лет везет с погодой. Ветер умеренный, а значит ничто не помешает прыжкам с парашюта. Чтобы спрыгнуть с парашютной вышки, не обязательно быть ВДВшником. На 40-метровой вышке выстроилась целая очередь любителей. Хоть я не могу похвастаться многочисленными прыжками, как многие десантники, но все еще впереди. Нетрудно понять, что манит этих людей вверх. Это свобода в открытом небе. Наблюдая за всем происходящим, у каждого возникает непреодолимое желание испытать этот адреналин самому. Как тебе прыжок? Впервые ли ты прыгаешь и вообще как ты решился на это? Да, впервые прыжок очень. Было немного странно, так как в первый раз. Ну, а еще хочешь прыгать еще раз? Да, но только уже по-настоящему. День рождения элиты российской армии отмечают и будущие десантники. Интерес детей к ВДВ можно угадать по традиционной форме. Крепко на пути к своей мечте стоит и Магомед Цицкиев. Он мечтает стать десантником, тем более, что есть с кого брать пример. Каждый Представить праздник ВДВ без традиционных купаний в фонтане трудно, но погода сегодня не для купаний. Впрочем, ингушских десантников это не расстраивает, поскольку отмечают праздник тут весело, но скромно. Символ ВДВ с изображением золотого парашюта и 2 самолетов заметен везде. Сегодня он даже украсил верхушку главной достопримечательности столицы Ингушетии – башни Согласия. Зельмхан Калоев, Хаваш Гуегов, Новости 24.